В 2018 году завершилась многолетняя работа над созданием толкового словаря якутского языка, которая была начата в далекие 70-е годы прошлого столетия. Над словарем трудились выдающиеся лексикографы, многие из которых не дожили до завершения фундаментального труда. В ноябре 2019 года в культурной столице Алмате в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация 15-томного двуязычного академического большого толкового словаря якутского языка. Казахстан стал инициатором международной презентации и сделал выход большого толкового словаря якутского языка знаковым событием для всего тюркоязычного мира. Из первой плеяды словаристов участниками знаменательного события стали 91-летний аксакал, академик Петр Слепцов и специалист по якутской фразеологии Анатолий Нелунов. Представитель второго поколения словаристов, лексикограф, посвятивший фундаментальному труду около 40 лет, ответственный редактор большого толкового словаря якутского языка Надежда Васильева сделала блестящий доклад об особенностях словаря. Якутские лексикографы создавали фундаментальный труд на протяжении 46 лет. Было очень приятно слышать имена больших ученых-тюркологов, к сожалению, ушедших в мир иной. Этимолога Гаврила Васильевича Попова, лексикографа Петра Савича Афанасьева, тюркологов Николая Климовича Антонова, Николая Демьяновича Дичковского, Евдокии Иннокентьевны Коркиной, Елизаветы Ивановны Убрятовой и других. Без их беззаветного служения вряд ли состоялся сегодняшний триумф якутского языка. Словари нужны сейчас, потому что в словарях история. Вот наши вот эти фрагменты истории такие молчащие, а словарь – это говорящая история. И в словах отразилось все те картины, переживания человека и этноса. 15-томный словарь якутского языка является очень значимым событием в мировой тюркологии, я бы сказал. Почему? Потому что это кладезь культуры, этнографии и большого количества других очень полезных знаний якутского народа и тюркских народов вообще. Потому что тюркские культуры, они очень близки, тюркская история, она едина. И якутская культура, она является одной из древнейших и важнейших культур в тюркском мире. И данный словарь даст нам возможность лучше узнать самих себя, не только якутов. Через якутов, через якутский язык мы познаем и себя также более глубоко и всесторонне. Мы поздравляем наших якутских коллег во главе с нашими уважаемым Аксакалом, Петром Алексеевичем Слепцовым, Монастыревым, весь коллектив института наших коллег-лингвистов. Хотим сказать, что данная презентация является также первым казахско-якутским международным научным форумом, который обязательно будет иметь продолжение. Несмотря на то, что территория Якутии больше, чем территория Казахстана, природные условия, они создали такую реальную атмосферу, что культура якутов на протяжении тысячелетий сохранила в себе эти алмазы. Как в якутской земле много драгоценных камней, точно так же в якутском языке, якутской культуре очень большое количество таких драгоценных артефактов,
который из древнейших времен на протяжении нескольких тысячелетий доносит до нас сведения по истории человечества, я бы даже сказал. Поэтому даже для того, чтобы лучше знать историю человечества, нужно знать не только тюркологию, не только алтаистики, нужно знать якутскую культуру. Гаврил Васильевич Попова знает весь тюркский мир, потому что он занимался очень трудным направлением, очень штучный такой ученый, я бы сказал. Он занимается реконструкцией прото- и протюркского уровня, то есть является известным специалистом исторической лексикологии якутского языка. Его словари, книги являются классическими. Там очень много ценного материала для того, чтобы мы могли в будущем создать общий прото- и протюркский фонд тюркских языков. Презентация 15-томного якутского словаря – это для нас, для языковедов Казахстана, очень большое событие. Мы этого не ожидали, мы не думали, что якуты приедут, первую презентацию будут проводить у нас. Казахский 15-томный словарь, он был первый. А вот второй в тюркском мире – это ваш словарь. Даже очень крупные республики, Тюркские республики, еще не создали такой словарь. Поэтому в этом плане наши якутские коллеги вышли вперед. 80 тысяч слов – это еще не пределы. Всего 3000 тираж очень. Ну, куда это годится? Это совсем даже маленький тираж. Книжный вариант делать большой тираж тоже трудно, это мы понимаем, но когда появится электронный вариант, надеемся, что у нас у всех в компьютере будет этот 15-томный словарь. Муж у меня ученый, доктор философских наук, занимается социологией, религиоведением. И вообще он написал книгу про Заратуштра. И вот сегодняшнее мероприятие для него очень было интересно, но по обстоятельствам он не смог прийти сегодня. А якутский словарь, он нам очень интересен, потому что прототюркский язык, в основе лежит и Заратуштра в религиоведении, и используется очень во многих, и в казахском языке это много общего корня. И считается, что якутский язык является корнем вообще алтайской группы. Но, конечно, якутский язык тоже 50% имеет вошедшие и русские слова, и монгольские слова, и северные языки есть там. Поэтому чисто якутский язык, он как-то, конечно, сохранился в очень древних, общих корневых словах. Но есть такие слова очень похожие, которые даже у казахов почти одинаковые. Вот удивительно, что они иногда удивляются, что вот такие слова, например, холумта, у нас тоже и холумта, у них тоже холумта. Вот я говорю, ну надо же, это древние слова. Я хотела бы передать своим однокурсникам, одноклассникам, родственникам многочисленным, моим друзьям, Национальная библиотека Республики Казахстан, где проходила презентация, поражает воображение. Мы, привыкшие к скромным убранствам библиотек, никогда не видели подобной роскоши. Видя это грандиозное сооружение, приходит уважение к правителю, который понимает значимость духовной культуры, имеющей многовековую, а то и тысячелетнюю историю интеллектуальной жизни. Здание было построено в 70-м году прошлого столетия. Инициатором вековой стройки был первый секретарь Центрального комитета партии Казахстана Динмухамед Кунаев. Храм книги занимает 2 квартала, имеет 5 этажей, в том числе 2 цокольных. Размер библиотеки около 30 тысяч квадратных метров. В фонде 7 миллионов единиц хранения на 122 языках мира. Самая древняя книга датируется XII веком. Национальная библиотека является в своем роде уникальной библиотекой в Средней Азии. Средний библиотечный фонд насчитывается около 7 миллионов экземпляров на 122 языках народов мира.
А в редком фонде? В редком фонде у нас насчитывается около 30 тысяч названий редких книг и рукописей. Самая древняя книга – это Коран XII века, написанный куфическим письмом. Фонд редких книг и изданий находится в спецхранилище, где поддерживается температурный и влажностный режим особо. Все книги у нас отсканированы в электронном варианте. Можно как раз-таки всем пользователям, читателям знакомиться с нашими уникальными изданиями. Якутские коллеги подарили нам в фонд библиотеки большой толковый словарь якутского языка. Для нас это огромное событие, потому что наш фонд, библиотечный фонд, пополнится уникальными изданиями. Мы благодарны за тот дар, который они внесли в нашей библиотеке. Они подарили 15-томник словаря, над которым кропотливо работали 46 лет. Презентация этого нигде еще не проходила. Сегодня вот впервые я рада тому, что впервые презентация этого словаря проходит в стенах, в храме науки, знания. Это в Национальной библиотеке Республики Казахстан. И то, что вы подарили один экземпляр в наш фонд, мы всегда радуемся дарам, которые дарят нам, нашим читателям. Завтра этот словарь будет востребован нашими читателями, будет пользоваться большим спросом. Огромное спасибо вам за то, что вы приехали и вот провели такое вот грандиозное мероприятие. Якутский словарь имеет уникальную историю. В середине XIX века был создан первый академический словарь Отто Бётлинга, насчитывающий около 5000 слов. Работу над словарем мы начинали в 1972 году. В том году в Институте языка и литературы был открыт сектор лексикологии и лексикографии. Заведующим с тех пор до сегодня является Петр Алексеевич Слепцов. Он организовал этот сектор именно для работы над созданием толкового словаря. Первой задачей было создание соответствующей базы, академической картотеки. Над ней работали мы все. Кроме того, нанимали со стороны сотни человек. В нашей картотеке набралось более 3 миллионов карточек. Так была заложена база для будущего словаря. Эту работу начали примерно 20 лет назад. В этом году заканчиваем черновую часть. По предварительным подсчетам ожидается выпуск 15 томов, каждая в 100 печатных листах. Это будет крупнейший капитальный труд. Все значения вошедших в словарь слов даются на якутском языке. Помимо того, будет перевод на русский язык. И в подтверждение, что определение значений слов взяты нами не из головы, а действительно существуют в якутском языке, литературе, приведены примеры из фольклора, из произведений известных якутских писателей, газет, журналов, научных работ.
Идея была такая. Национальный литературный язык у нас есть. Вот этот литературный язык надо оформить. Для этого надо иметь хороший, фундаментальный, большой словарь. Словарь должен быть обязательно нормативным, который должен поднять на высокий уровень якутский литературный язык. И нормы этого литературного языка должны быть всем известны. И этот большой фундаментальный словарь литературного языка должен именно обеспечить развитие якутского национального литературного языка. Кто вас первыми поддержал? Вы пошли Евдокия Иннокентьевна поддержала, а потом, значит, мы пошли к Тельскому. Тельский Николай Васильевич поддерживали. Так, сразу же оформил структуру в нашем институте якутском языке, значит, появился сразу новый сектор лексикология и лексикография. Меня назначили заведующим, и я стал очень упорно и быстро разворачивать инструкцию этого нового словаря. Я абсолютно был твердо убежден в том, что для якутского национального литературного языка обязательно требуется национальный большой литературный словарь. Началось, значит, с накопления очень большого числа карточек. Так, сначала, конечно, с классиков наших якутской литературы около 2,5 миллионов карточек содержит вот эта картотека якутского языка. Заботились, чтобы в этой картотеке появились лучшие наши, из лучших произведений лучших наших писателей. Ну, все начали работать. Ну, сами-то мы получали зарплату, а вот на эти деньги, которые выделил наш Тельский, стали арендовать людей, домохозяев, там, хорошо разбирающихся, хорошо пишущих на якутском языке. То есть они выписывали вам карточку? Да, выписывали карточки. 2 миллиона с небольшим, да. Это тоже очень большой резерв для дальнейшего исследования якутского языка, а не только для составления словарей. Это мы сделали большую, полезную, нужную работу. Вот эти картотечные ящики. Ну, вот эти ящики еще мы как-то сами выписывали, сами делали. А вот эти картотеки университет выбросил на улицу. Мы позабрали. Нас было 7. Сейчас нас 2. Петр Алексеевич Бейте, Гавли Васильевич Попов, Вонны мен. Хорохтар Каян Бо так банны готов так көрбәрләр. Замечательные лексикографы, отличные знатоки языка Петр Савич Афанасьев, Владимир Иванович Леханов, Анатолий Степанович Луковцев, Гаврил Васильевич Попов не дожили до выхода в свет этого словаря.
Столько труда, знаний, усилий было отдано ими этому изданию. Они так мечтали увидеть хотя бы первый том. К сожалению, не удалось. Но их имена навечно вписаны среди авторов словаря. И они навсегда останутся в памяти народа. В нашей картотеке 3,5 миллиона карточек. В 3 ящиках едва вмещаются карточки на слово «А». Это примерно 6000 слов. Из них мы отбираем слова по значениям и раскладываем в отдельности. После такой предварительной подготовки приступаем к подробному толкованию. Например, сперва туда входят слова, определяющие значение предмета или явления. Рассмотрев и упорядочив вошедшие сюда слова, даем объяснение первому значению слова, затем приводим примеры из этой карточки. Беремся за второе значение слова. Это слово «ад», предназначенное для того, чтобы отличить одного человека от другого или один предмет от подобного другого предмета. Например, «Меня зовут Петр». Это корова Мангачия. Эту собаку зовут Багыргас. Третьим значением слова является чей-то день рождения. Название дня рождения будет день. Например, день рождения Петра, день рождения Василия. Четвертое значение слова. Здесь может быть, например, день имени одного из святителей. Петров день, Васильев день, Николин день. Либо это может быть связано с распространением широкой молвы славы о ком или о чем-либо. Например, молва обо мне, как о скупом человеке, далеко слышна. Затем идет значение слова «чина», «звание». Кому-то присвоено почетное звание. И последнее значение слова – специальные языковые термины, обозначающие падежи, меняющиеся поэтапно предмет, качество, количество. Особенность нашего словаря, во-первых, я вижу в его объеме. Это большой толковый словарь якутского языка. Имеет объем 80 печатных листов. До сих пор в нашем языке, конечно, такого словаря не было. Во-вторых, это толковый словарь, значит, дается толкование слов, и притом не только на якутском языке, но и на русском. Значение определяется на якутском и на русском языках. Вот это самая главная особенность. В других тюркских языках вот такого словаря пока нету, чтобы толкование давалось на национальном языке и на русском. Вот это наша особенность нашего словаря. И охват слов. Словник, значит, включает все слова, которые мы знаем в якутском языке, поэтому у нас не только нормативный словарь, но как бы все, что есть в якутском языке, все старались охватить в этом словаре. Поэтому большой словарь, и все отражено, все лексическое богатство якутского языка, считаю. Вот, например, я хочу привести из первого же тома, слово «артык», что означает «большая дорога»,
большая проезжая дорога, тракт. Вот слово «артек» в нашем словаре получило описание 6 значений. 6 значений нашли, да? А в словаре Пекарского там совсем мало было, 1 или 2. Ну, я сейчас не могу еще вспомнить. Кроме этого, вот в слове «артек» есть 9 фразеологизмов, связанных с этим словом. Все это включено, все это толкуется на якутском и на русском языках. Кроме этого, еще 32 узка, так называемых. Это устойчивые словесные комплексы, которые тоже связаны с этим словом. Вот это показывает, насколько богат вот этот словарь наш созданный, да, насколько он разнообразен и охватывает все, почти все богатство нашего языка. В 2018 году лексикографы Института гуманитарного исследования и проблем малочисленных народов Севера завершили самый большой проект в истории нашего института – многотомный академический толковый словарь якутского языка. Выход большого толкового словаря якутского языка – это большое событие не только для авторов, не только для составителей, но и для всего якутского народа. Словарь вышел в 15 томах, около 80 тысяч слов и фразеологизмов. И над этим проектом языковеды работали 46 лет. Над этим большим проектом трудились несколько поколений языковедов нашего института. Среди них я сегодня могу назвать имена Петра Савича Афанасьева, Афанасия Степановича Луковцева, Владимира Ивановича Лиханова, Гаврила Васильевича Попова и доктора филологических наук Николая Егоровича Петрова. И мы составили очень жесткий график на 15 лет. И по этому графику мы должны были завершить эту работу в 2018 году. И по этому нашему графику мы завершили свой большой труд. И в 2018 году мы выдали последний том нашего словаря. Это 3-й этап – подготовка к печати словарных статей. Это самый сложный этап, потому что первые словарные статьи были написаны еще в 80-х годах, и иллюстративный материал отражал реалии того времени, и нам надо было переработать весь этот материал. Допустим, в качестве примеров были там материалы съездов, пленумов. Все это мы перерабатывали. Каждый, кроме авторов, лаборанты, отвечали за какую-то область, за какую-то часть словарной статьи. Это был большой механизм, и работа большого механизма, и, допустим, какой-то механизм дает какой-то сбой, тогда работа у нас не получалась. Поэтому мы работали очень сплоченно и завершили в 2018 году наш большой проект. Как известно, 2019 год объявлен ЮНЕСКО годом языков коренных народов. И в рамках этого года Федеральное агентство народов Российской Федерации объявил 3-й всероссийский конкурс научных работ. И в этом проекте наш словарь получил премию, самую высшую премию, лучший научный проект 2019 года. По завершению большого толкового словаря группа словаристов начал новый проект. Это разработка словарных статей однотомного толкового словаря якутского языка, строго нормативного словаря якутского литературного языка.
Кроме того, часть словаристов занимается совершенно новым проектом монгольско-русско-якутским словарем. Как известно, 1/3 часть лексики якутского языка составляет монголизмы, и этот проект мы выполняем совместно с нашими монгольскими коллегами в рамках договора 2016 года о совместной работе Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов и Институтом языка и литературы Академии наук Монголии. А в начале XX века был создан уникальный словарь Пекарского. В создании этого словаря принимала участие якутская интеллигенция, учителя, священники, которые имели свои рукописные словари для решения каждодневных обиходных нужд. Словарь Пекарского стал событием для всех тюркских народов и вызвал большой интерес. Так, Мустафа Кемаль Ататюрк ознакомился со словарем, приказал срочно перевести его на турецкий и издать массовым тиражом. Переводили 18 знатоков русского языка во главе с профессором Абдулкадиром Инаном. В 1937 году работа была представлена президенту. Так, якутский стал основой возрожденного турецкого литературного языка. Экземпляры книг Пекарского из личной библиотеки первого президента Турецкой Республики по сей день хранятся в музее Мавзолея Ататюрка в Анкаре.